Зима в Якутии длится с начала октября до конца апреля. Долгие и суровые 7 месяцев зимы, 1 месяц весны и всего 3 месяца короткого лета. А далее сентябрь и снова долгая зима. Но хорошо, что самые холодные месяцы уже позади. И вот уже апрель, последний месяц зимы на большей части Якутии. А сегодня я решил ехать на своем летнем велосипеде, без шипов, чтобы ощутить великолепный накат, скорость и просто насладиться солнечным днем. Всем привет, друзья! Так уж получилось, что в прошлые выходные я никуда не ездил, поскольку немножко простыл, приболел. И вот 2 недели, вот эту неделю тоже я отходил, да, то есть выздоравливал после первой сложной недели. Вот, и сегодня вот сел на велосипед в выходные. Хотя и так, и в будние дни тоже всегда на велосипеде, там по делам, по рабочим и так далее. Но сегодня вот решил снять контент, поехать проверить это Инюрякское окружное шоссе. Ну и надо сказать, здесь уже все подсохло почти что. Местами только вот остался лед. Уже подтаивает. Думаю, еще неделька и тут будет сухо. А асфальт-то уже сухой. Вот, ну о чем я говорил? О том, что вот кашель меня беспокоил. Очень сильный кашель был, аж приступы такие. В общем, я сдал анализы на ковид. Все нормально, в общем, ковид не подтвердился. Я даже ФЛГ прошел, флюорографию. Тоже все в норме. Ну, в общем, это простудное, заболевание. Уже иду на выздоровление. Так что вот такие дела, пироги. А сегодня -9. Солнечный день хороший. Но -9 и ветер такой холодненький. А я перешел дорогу с правой стороны на левую. Потому что тут скоро велодорожка закончится. Все равно приходится переходить на левую сторону. А тут вообще шикарно. Тоже все почистили. Снега нету. Ну вот только на таких вот то есть переходах, да, здесь бывает лед, снег. Но ничего. Самое главное, велодорожка почищена. Это радует. Такая дорога. Вот это вот место популярно здесь. Бегают люди, на великах катаются. В общем, хорошее место, но здесь машины ездят. То есть выхлопные газы. Все это в сторону велодорожки идет. По большому счету лучше бегать-то не у трассы, не возле трассы, а где-то в лесу, в парке. Там, где вообще нет машин. В идеале так, конечно. Но опять-таки время и средств иногда не хватает, чтобы куда-то за город выехать, побегать. Поэтому тут по-быстрому приходится действовать.
Вот такая красота. Сосновый лес. Вот слева сосны. И там справа тоже сосны. Да, представляю, если бы такая дорога где-то в лесу бы шла, велодорожка такая, на километров так 100. Вот, едешь и, ну, главное, чтобы вот машин не было, трасс. Был бы полнейший кайф. Я бы, наверное, даже готов был платить деньги за такие велодорожки, если были бы. Ну вот, мы на кольцевой Вилюйского тракта. Я сперва думал на Вилюйский тракт поехать, потом что-то я передумал. Поеду лучше я в сторону города, потому что до конца-то еще не выздоровел. Поэтому сейчас такие объемы пока противопоказаны. Поэтому маршрут будет не такой длинный сегодня. Прошу вас понять. Так что двигаем в сторону города, в ту сторону. Да, друзья, здесь тоже радуют тротуары. Уже практически все подсохло. Ну вот местами здесь вот так вот снежочек остался с маленькими лужками. А так в основном все уже подсохло. Оп. Одной рукой рулю. Прокачиваю свой скилл езды. Вот тут волей-неволей научишься рулить одной рукой. Да, погода, конечно, шикарная, но если бы не ветер, то вообще бы было идеально. Но для веллеров идеальной погоды никогда, по-моему, не бывает. В очень редких случаях. Всегда какой-то подвох есть, когда выезжаешь. Встречный ветер, то дождь, то снег. Вообще все прелести этой жизни. Ну или вот такая машина на пути тоже может появиться резко. Вот. Все, наконец-то он отъехал. Можно продолжать свой путь. Во, ближе к городу начинаются пробки. Вот сезон открывается, автосезон. Все машины свои поразмораживали. Ну, сейчас то еще дело будет в Якутске. В связи с ремонтом дорог постоянным. Вот это все неизбежно. Так. О, едет по телефону, болтает. Блин, мне чтоб газу дать, да проехать быстрее. Едет, что-то болтает. Так, а вот Человейник. И там тоже один построили в прошлом году. Тут даже асфальт сухой. Поэтому здесь пока еду. Так, ну, все равно придется сейчас на тротуар выбираться. А пробка все не заканчивается. Вот поэтому даже велосипед имеет преимущество перед автомобилем, чтобы так не стоять в пробках. Ой, блин, ну тут вообще жесть полная, блин. Да, здесь придется спешиваться. Да, здесь что-то тротуар забыли подчистить. Вот тут вот этот дом стоит, поэтому тень вся сюда. И здесь не успела растаять. Ну и не убирали этот снег. Вот. Да, немножко можно поворчать.
Здесь вот этот вот заборчик, тротуар вообще не в тему поставили. Смотрите, нафиг он вообще сдался, вот этот вот заборчик не в тему. И там такая же система, вот этот заборчик стоит. Как-то интересно сделали, конечно. О, приближаемся к центру. Стоим, ждем зеленый свет светофора. Пойдем по правилам, конечно. Не будем нарушать. Так. Пойдем. Да, но проедь-то чуть-чуть. Немножко проедь. Наконец-то догадалась. То встали, блин, постоянно так. Не пройти, не проехать. Так, тут очередной светофор. Немножко на дорогу надо выйти. Сейчас поедем прямо по дороге. 5 секунд, 4. Go, 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 go. Полетели быстро-быстро. Вот так вот. Да, вообще впервые без шипов. Всю зиму уже на шипах гонял. Сейчас вот на грейвел сел. А здесь слики. Покрышка на 1.5. Почти как на шоссере. Ощущения вообще непередаваемые после МТБ. Ну и вообще вот он, этот велосипед, хорошо катит. Фирмы Марин, калифорнийский. Фирма Марин. Кто-то его Марина называет, кто-то Марин, кто-то Марин. Не знаю, как там ударение правильно ставить. Ну, давай, давай, быстрей. О. Фух. Так. Ну, в общем, да. О велике-то я не рассказал. В общем, 2 года назад брал его. Что-то там по цене около 60 тысяч. Вышел на стальной раме. Колеса 27,5. То есть 650 Б. Вес 13 килограмм. Марин Никасио плюс фирма. Плюс потому что здесь можно поставить широкие покрышки. По-моему, до шириной 2,1 максимум влазит. Поэтому плюсовый называется. Ну, как бы не стандартный гревел. Стандартный это вот у них там, по-моему, до 35 С ширина покрышки. Не знаю, там сколько это в миллиметрах составляет. Надо это читать. Ну, вот, то, что знаю, 35 С. Си, это вот такой у них диапазон широты. Так, конечно, пройдемся пешком. Не будем нарушать. А вот начинается велодорожка. Это мы уже в центре, друзья. Проспект Ленина. Проспект Ленина. Двигаемся в сторону площади Ленина. И вот велодорожка так выглядит. Ну да, не без этого бывает. Люди тут ходят. Потому что тротуары
до конца вот не почистили, скользкие. Люди предпочитают все-таки здесь, где сухо, не скользко, здесь идти. Но я, конечно, с пониманием отношусь. Вот как же по льду-то ходить? Тоже такое себе рискованное дело. Поэтому это вынуждено. Так. Двигаем дальше. Вот видите, в центре уже снега практически нету. Все собрали, убрали. То, что не убрали, подсохло уже, растаяло. Так, зеленый. Надо успевать. Зеленый, зеленый. Зеленый, зеленый. О, мы по циклокроссу. Хоп, и побежали. По спортивному. Спешились. Ну и снова велодорожка начинается. Велодорожка. А здесь на ней небольшая лужа. Объедем. Да, вообще на гревеле ощущения, конечно, суперские, классные. Так, вот снова на велодорожку. Сейчас посмотрим, пропустят меня или нет. А мы снова на велодорожку. Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Здесь идет реконструкция. Там был фонтан в свое время. Что-то будет меняться. О, какой пудель. Лапки ему обмотали чем-то. Давайте посмотрим. Вот такая собака. Аж дрожит. Замерзла, наверное, от ветра-то. Так, а тут самокат. В таком случае лучше пропустить ребенка. То под колеса залетит и все. Так, вот опять. Ну, короче, эти самокатчики потихо начинают появляться на улицах Якутска. Вот очередной самокатчик. Люди вообще непредсказуемые самокатчики. Как попало, даже по дорогам гоняют. В том году пара инцидентов было с самокатчиками. Один чуть в меня не влетел. Второго чуть я сам не сбил. Короче, резко появился. Так, интересная реакция. Ну вот, люди пропускают некоторые. Уходят. Так. О, все по велодорожке идут. Такое, как сказать, понимание, что вот. Так, это слева кинотеатр Центральный. Приближаемся к площади Орджоникидзе, площадь Аюнского. Двойное название, но официально Аюнская. Вот, идем в сторону Оржанки. Упс. Суббота, а народу столько много. Машин много, как будто будний день.
О, здесь лед начинается, блин. А я на сликах. Как бы тут самому не навернуться. Но вроде бы это держит резина, покрышка, этот лед. Так. А вот и площадь Аилского или Орджоникидзе. Вот и площадь Орджоникидзе. А здесь нулевой километр. Вот где я стою, вот эта штука. Отсюда начинается нулевой километр. А это впереди фонтан. Фонтан, который еще не открыли. Также он на зиму его закрывает здесь с красивой подсветкой. Так, это улица Черяева. Народу много сегодня. Сейчас как-то надо это объехать. Здесь начинается набережная, но дорогу тут ремонтируют, сняли асфальт. Сейчас грунтовка такая, поэтому машины здесь полетутся друг за другом. Рабочая техника поехала. Да, вот, друзья, еще хотел рассказать о своих велосумках. Это бочонок от фирмы Кайлер. Вот этот бочонок на 1,5 литра, по-моему, даже 1,8 литра, я брал 1,5 года назад. Ну, 2 года, скорее всего, да, уже прошло. В общем, тоже он мне нравится. Хороший такой бочонок. Сюда 1,5-литровая вода спокойно вставляется в этот бочонок. Вот так вот легко закрывается в одну тяжку, и можно так одним движением руки открывать. Очень удобная штука. Я когда ездил
дальний поход в Итыкюль, который есть у меня на канале, я сюда камеру, ну, GoPro ложил. Потом доставал, удобно было. Вот. А в этом году, вот совсем недавно, ко мне пришел второй бочонок, который я заказывал. На 2,2 литра, получается, он более широкий. Если его даже сравнивать, вот этот бочонок и вот этот, то вот видно даже сверху по ширине. Вот этот бочонок, он будет больше. Вот. Ну и основной плюс этого бочонка заключается в том, что сюда можно вместить спокойно систему JetBoil либо FireMaple. Я уже пробовал свой FireMaple сюда положить, он спокойно сюда влазит. Вообще идеальная штука, я считаю. Бочонок от фирмы Кайлер, это, ну, как сказать, та вещь, без которой я уже никуда не поеду в походы. Незаменимая вещь, рекомендую. Вот здесь карман тоже есть, вот сетчатый. Тоже сюда можно мультитул положить, там, допустим, какие-то там вещи, да, там зажигалка, спичка спокойно влазит. Ну и здесь тоже сетка такая есть. Вот, но если я буду заказывать бочонок, то, скорее всего, буду такой же заказывать на 2,2 литра, побольше бочонок. И реально вот он такой крутой, такой классный. Кстати, вот сегодня ехал, да, заметил, что от ветра колени защищает, когда едешь. То, что он высокий, он реально колени, когда едешь, ветер не попадает совсем в колени. Вот это тоже одна из таких забавных, можно сказать, забавных, ну и полезных нюансов, как защита коленей, ваших коленей. Ну что ж, друзья, вот приехал Андрей, тоже на велике фирмы Марин. Сегодня встреча Марин. Вот Андрей утепляется. Сегодня прохладно. Да, я решил двойную маску надеть. Да, он двойную маску решил одеть. Холодновато. Говорит, холодновато, да. В общем, вот. Мы в один год покупали эти велосипеды. У Андрея Марин не Casio, а на 28-е колесо. У меня Марин не Casio Plus. Как я говорил, уже с более широкими покрышками. Вот название модели. Ну, вот встреча Марин. Так, вот приехали за шаурмой. Уже время обеденное, надо подкрепляться. Так, ну вот едем по набережной. Такая грунтовочка приятная. Вот ледовый парк уже закрыли. Ой, трясет немного, но нормально даже. Вот здесь слева суда стоят. Это Санька едет. Фантом. Я снимаю. А здесь еще зима. Лежит снег. Так, ну вот мы добрались до заброшенного корабля и хаби. И вот здесь вот пока остановились.
Ну так, костерчик уже разгорелся. Потихонечку. Сейчас сходим, ага. Значит, дровишки собираем. Небольшой костер хотим сделать. Небольшой костер. Так, ну вот, мы снова вернулись в город. Время 4 часа. Ну, пока сидим, отдыхаем. Так, вышли на трассу. Вот тротуары тоже подсохли. Снега нету нигде. Да. Пылище стоит. Вот видите, обочина. Как бы здесь с этой стороны вся грязь, песок. Там машины едут, все это, пыль поднимается после этого. Поэтому пыльно на трассе. Вот проезжаем район Авторынка. Так, и снова тут машины. Так, приближаемся к Кольцевой. Нам надо будет направо. Отлично, пока машин не так много. Валим, валим. А, тут на тротуарчик съедем. Ох, КамАЗ стоит. Вонючий КамАЗ. Фу, блин, провоняло все солярой. Вон на сопках снег до сих пор. Ну, к маю растает уже вот эта вот солнечная сторона сопок. А вообще снег где-то, наверное, в конце мая только растает. Ну, в лесах имеется в виду. Как обычно, где-то в 20-х числах уже снега не будет в лесу. До этого времени снег. Оп. Да, на гревеле, кстати, вот на стальной раме вот эти вот мелкие ямки, кочки, они не ощущаются. Ну, то есть, если там на карбоне гонишь там или на этом, на алюминиевом байке, то вот эти все неровности, они как-то это ощущается больше. Ну, то есть, такой удары такие. А вот это, она как бы немножко приглушает сталь.
все неровности. Так, здесь поворачиваем направо. Направо на улице Курнатовского. Вот и здесь машины стоят. То ли пробка, то ли что, непонятно. А, вроде нет пробки, просто стоят, светофор ждут. А так, на тротуар. Дорога узкая. Можно по тротуару прокатиться. Да, и здесь тротуар почистили, снега нет. Да, такими темпами в конце апреля, наверное, весь снег растает уже. Так, а мы потихоньку въезжаем в район улицы Курнатовского и Кузьмина. Здесь немножко направо. А здесь перейдем на пешеходный переход. Пойдем пешочком. А грузовики повезли снег. Вывоз снега продолжается. Но, блин, соляра от них. Фу-фу. Воняет, капец. Ну, что поделать. Так, это район 25-го магазина, улица Кузьмина. Район Белое озеро, пересечение с Тайваньским районом, на котором когда-то и мы росли с братом. Вот примерно в этом районе. Так, дорога поворачивает. Ну вот это вот Тайвань начинается. Тайваньский район, улица Кузьмина. Так, а тут идет реконструкция, капитальный ремонт от улицы Севастопольская по улице Кузьмина 20. Так, это... Так, тротуар даже сделали. Так, ну поедем, прокатимся по родной улице. 15 лет здесь. Вот детство здесь прошло, на этой улице. Район Тайваня. Сейчас слева был мой дом когда-то, Кузьмина 14, который снесли уже. Кузьмина 15, вернее. Сейчас уже этого дома нет. Так, ну прикольно здесь асфальт. А раньше здесь раздолбанный асфальт был, потом вообще асфальт сняли, гравийка была долгое время. Пылища такая стояла страшная. Но, по-моему, здесь асфальт заканчивается. Да, вот там дальше уже
Уже снова раздолбанный асфальт, которого практически нет. И вот пошла снова сюда улица, налево с ворот. Слева садик. Вот тут последняя двухэтажка, ЧБшка осталась. Тоже когда-то снесут ее. У нас здесь новый садик построили. Вот. И слева школа номер 30. Так, а мы сейчас вернемся обратно. Так. Ну, снова прокатимся по улице Кузьмина. Вот тут слева бараки, ЧБшки еще. Скоро, наверное, все это сноситься будет. Но когда, неизвестно, ведь уже как покосило этот дом. Здесь налево поедем. На улицу Можайского сворачиваем. Начинается улица Можайского. Вот тут уже старые хрущевки, КПДшки в основном на этой улице. Мы заехали в Парк Победы. Тут тоже классно, все вот тротуары, дорожки почистили, все сухо.
Так, здесь налево повернем. Ой. И поедем. Прокатимся по тротуарам. Да, ну что ж, друзья, подходит к завершению сегодняшний день. Проехал я, по километражу 30 километров. В общем, день удался. Сегодня, вот, как я ранее говорил, выкатил после долгой зимы свой гревел Марин Никасио плюс. Очень доволен, на нем вообще сказка кататься. Ну и вот с каждым днем все теплее и теплее. Впереди нас ждет очень интересный контент. Подписывайтесь на мой канал. Май будет очень прикольный в плане контента. Я вам это обещаю. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки, жмите на колокольчик и оставляйте обязательно свои комментарии. Всем пока, друзья.